Доброе утро, дорогая республика, мы приветствуем вас. Вы смотрите «Утро Якутии», и с вами сегодня встречает это прекрасное пятничное утро Павел Танин и Дарья Анкехова. На календаре 24, часы меня не обманывают, 24 декабря, все меньше до Нового года, и тем более сегодня пятница, конец рабочей недели, всегда такое приятное событие, просыпаться утром в пятницу, понимать, что вот-вот немножко, и, как это модно говорить, уикенд начнется. Но, тем не менее, чтобы эту пятницу пройти максимально позитивно, расслабленно и так далее, нужно ее и встретить, соответственно. Да. У нас все для этого есть. Как начнешь, Паша, день, так его и проведешь. Абсолютно согласен, немножко даже похоже на то, как Новый год встретишь, так и его и проведешь. Тем не менее, у нас сегодня много интересного, при этом полезной информации, актуальной информации. В общем, такой будем встречать утро очень информативно, я бы даже сказал. Паш, ну давай не будем томить наших ранних утренних телезрителей и расскажем о том, что же ждет нас сегодня в течение эфира. Ну, первая главная тема нашего утреннего эфира – это тема бродячих собак. Это очень актуальная и достаточно такая, да, ну, больная тема. Проблема. И мы сегодня обязательно узнаем то, как же у нас живут животные, да, в пункте передержки. А также к нам придет в гости гость, гость придет, и мы с ним тоже эту тему будем обсуждать, и поэтому у вас есть возможность задать вопросы. В принципе, понятно, о чем мы с ним будем говорить. Можете свои вопросы уже начинать отправлять на наш WhatsApp номер. Номер его простой: 8 914 273 44 88, или вот QR-код слева вот там есть. Можете отсканировать и сразу написать. Также, дорогие друзья, мы продолжим тему финансовой грамотности и поговорим сегодня о том, как же можно начать инвестировать. И это очень интересная тема. Инвестировать и приумножать капитал свой, потому что можно инвестировать без вот второго вот этого уточнения. Бывает всякое в жизни. Поэтому немножко прокачаемся по этой тематике вместе с вами. Помимо этого, идеи к новогоднему столу или просто к праздничному столу сегодня будем мы готовить вместе с линчанином Мыреевым Романом. Ну а для наших постоянных телезрителей радостной новостью сегодня станет подведение итогов конкурса «Новогоднее настроение». Да, победителей мы будем объявлять примерно в середине эфира, так что оставайтесь с нами все это время, узнаете, кто же украсил максимально классно свой частный двор, или, может быть, подъезд, или, может быть, двор многоквартирного дома в кооперации со своими соседями. Ну, а прямо сейчас, я думаю, пришло время напомнить, что у нас есть Инстаграм, где вы можете посмотреть все материалы из наших выпусков, самые интересные. Утро, _, Якутии. Ну и также все выпуски можно посмотреть на YouTube, на YouTube-канале нашем. Конечно, это очень удобно. И не забываем, пожалуйста, о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы вдруг пожелаете поздравить своих близких, передать привет, отправляйте, поторопитесь, пожалуйста. В течение часа у вас есть возможность передать привет и поцелуи, радостное настроение всем своим близким и друзьям. Да, опять же номер вот там вот в QR-код. Да, вы видите сейчас номер телефона. Ну а мы начинаем, как обычно, с рассказа о погоде. Температура воздуха в центральных районах на 6 часов утра была на отметке 41-49 градусов. В заречной группе Улусов 43-51 ниже 0. В южных районах минус 38. В Вилюйской группе 26-37 градусов со знаком минус. В Нижнеленских 44-48. В западных районах 28-40 градусов мороза. В Колыму-Индигирской группе Улусов 27-57 со знаком минус. В Янских районах 31-42 градуса мороза. На северо-западе 31-40 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 43 градуса. Атмосферное давление 774 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем ожидается слабый снег, местами туман, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 42 градусов. Вот эта вот история с местами тумана, она очень забавная. Вчера она уже началась в городе Якутске, потому что большая часть города была по-прежнему окутана туманом, но в какой-то момент ты заезжаешь в другой район какой-то, вот с краю находящийся, ну, географически, и там все светло и все ясно, и тумана нет. Ну, а тем временем завтра
будет отмечаться католическое Рождество. Соответственно, сегодняшний день называется сочельник. Сегодня он будет, да, сочельник. Вот. Какие еще даты сегодня отмечаются 24 декабря, узнаем Сейчас. сейчас. На календаре 24 декабря. Сегодня отмечают День Федерального агентства правительственной связи и информации Российской Федерации, День путешествия по витринам, католический сочельник. С наступлением темноты в домах зажигали лампады. Люди верили, что свет от них отгоняет злых духов. Также в старину в этот день загадывали желания и проводили специальные ритуалы для их осуществления. Молодые девушки делали привороты на парней. Если в этот день белки собираются в одном дупле, то скоро наступят сильные морозы. Состоялся первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан». В этот день родились Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, основатель египтологии. Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения. Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского общества. Эммануил Ласкер, немецкий шахматист, второй чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик. Александр Фадеев, советский писатель и общественный деятель. Говард Хьюз-младший, американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер. Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор детективных романов. Виктор Балашов, советский телеведущий, диктор телевидения, народный артист России. Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, народный артист России. Дима Билан, российский эстрадный певец, композитор, народный артист Кабардино-Балкарии. Именины сегодня отмечают Ян, Эмиль, Петр, Николай, Лука, Леонтий, Иван, Емельян, Даниил. Вот такие замечательные даты и события отмечаются в этот день. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. И, кстати говоря, мне кажется, хорошая тема проснуться тогда, когда у тебя начинает работать мозг. Именно поэтому мы сейчас поговорим. Поэтому он у нас никогда не работает. Поэтому мы сегодня поговорим прям-таки с утра о финансовой грамотности. Паш, мы уже затронули эту тему и анонсировали о том. Вообще всю неделю мы затрагивали, да, Да. у нас неделя финансовой грамотности фактически. И сегодня мы поговорим более подробно об инвестировании, то есть средство, которое сегодня очень доступно, оно пользуется популярностью, и даже если поверить статистике, только в ноябре этого года на 1,6 миллиона увеличилось количество частных брокерских счетов, и, соответственно, оно сейчас составляет примерно, это на московской бирже, 26 миллионов брокерских частных счетов в настоящий момент активных Вот есть. такие цифры, вот такие То есть, показатели. если с населением России сравнить, это примерно 1/7 всего населения сегодня активно инвестирует. Правильно это или нет, я считаю, да, потому что действительно хороший механизм приумножить свой капитал, если делать это грамотно, может быть, не в огромных количествах сразу, но постепенно, или как минимум сохранить деньги. Вот подробнее об инвестировании мы сегодня поговорим с управляющим ООО «БИГ Капитал» Сергеем Серафимовичем Сафроновым. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, главный вопрос, да, мы сказали, что инвестирование – вещь, которая позволяет, если уж не резко приумножить капитал, как минимум хотя бы сохранить его. С чего все-таки инвестирование стоит начинать, вот неопытному человеку, только-только вот он хочет им заняться? Ну, первое, что я хотел бы сказать, наверное, одно из самых тоже таких главных вещей, которые нужно сделать перед чем, как вообще приступить к инвестированию, это все-таки создать свой резервный фонд или так называемую подушку безопасности, те денежные средства, которые могут вам понадобиться в каких-то, допустим, неожиданных, чрезвычайных ситуациях. После того, как у вас эта подушка безопасности сформирована, можно уже думать об инвестициях, но вначале нужно все-таки составить для себя финансовый план, который включает ведение семейного или личного бюджета, то есть определение своих финансовых ресурсов, насколько ваши доходы превышают расходы и какие денежные средства вы готовы регулярно носить на свой инвестиционный счет. Далее вы должны себе поставить финансовые цели. Как правило, это долгосрочная покупка каких-то крупных вещей. Это может быть оплата за обучение, это может быть какой-то пассивный доход в будущем. Все это оцифровать в суммах, в сроках и так далее, составить инвестиционный план. И дальше уже можно приходить к тому, чтобы подбирать инвестиционные инструменты.
Вот так вот. Но ведь разнообразие инвестиционных продуктов сегодня на рынке очень такое, знаете, обширное. Вот как определиться все-таки с выбором? Да, это на самом деле такой, может быть, нетривиальный вопрос. Действительно, очень много сейчас предложений от финансовых институтов. Мир стал доступен. Если у человека есть смартфон, он фактически может покупать инструменты по всему миру. Поэтому для начала ему все-таки лучше получить какие-то первоначальные знания. Да? В интернете, там, в литературе сейчас очень много различных материалов. Можно пройти какие-то обучающиеся курсы, да, и после того, как у вас уже есть этот минимальный объем знаний, вы должны выбрать для себя ту стратегию, которая вам подойдет. Для большинства инвесторов подойдет такая долгосрочная пассивная стратегия, да, которая не требует уделения много времени и не требует глубокого такого погружения в анализ каких-то отдельных компаний. Ну, кстати говоря, про долгосрочные инвестиции пассивные, вот вы как раз затронули. Какие основные принципы вот такой стратегии? Основные принципы заключаются в том, что инвестор должен составить себе вот такой портфель, состоящий из разных классов активов. Это могут быть акции, облигации, это могут быть фонды недвижимости, это могут быть какие-то фонды драгоценных металлов. Исходя из своей толерантности к риску, опять-таки своих финансовых целей, сроков, предпочтений валютных и так далее. После того, как он осуществил распределение вот по таким основным классам активов, он уже может сделать внутри диверсификацию этих активов, да, соответственно, он может там распределить активы по странам, там, по срокам погашения и так далее. Ну и, конечно, инвестору лучше использовать какие-то налоговые льготы, которые сейчас заставляет государство, например, как льготы на долгосрочное владение или там индивидуальный инвестиционный счет. И еще один важный момент – это то, что инвестор не должен пытаться угадать, куда пойдет рынок, да, то есть пассивный инвестор, он просто составляет себе вот такой, Ну, как бы собрал кучу да, и диверсифицированный всё. портфель. И как бы Но- на долгосроке это вот. А вот говоря про налоговые Преимущества. преимущества в том числе, коротко, буквально время у нас, к сожалению, ограничено. Какие налоговые преимущества у вот как раз на индивидуальном инвестиционном счете сегодня имеются в виде вычета? Совсем Да, коротко. там предоставляется налоговый вычет, и действительно, если у человека есть официальная зарплата, он может возвратить свой НДФЛ в размере до 52 тысяч рублей, то есть фактически получить там подарок, смартфон от государства за то, что он инвестирует. Инвестировал. Вот так вот, да? Да. Дорогие телезрители, мы благодарим нашего утреннего гостя за то, что посетил наш эфир. Поделился полезной информацией. И инвестировать несложно, главное разобраться. Прерываемся на короткую паузу. На Якутии-24 утренний блок новостей, в студии Влад Давыдов. Строительство 6 комплексов, использующих дизельное топливо и солнечную энергию, ведется на территории 2 арктических районов. Один из них уже введен в эксплуатацию. На основании соглашения между правительством республики и компанией «Русгидро» на территории Момского и Верхоянского районов реализуется 6 пилотных проектов по строительству автоматизированных гибридных энергоустановок. Первым компонентом вакцины против коронавируса в республике привились уже 518 247 человек. Это 72,3% от взрослого населения. Так, в Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах вакцинировались свыше 90% взрослого населения. Но в Абыйском, Жиганском, Ленском и Оленёкском районах более 80%. Что касается столицы, то в Якутске прививки получили 75,6% взрослого населения. Синоптики прогнозируют умеренный ветер в западной части республики сегодня, 24 декабря. На большей части территории Якутии пройдет небольшой снег, на побережье местами порывистый ветер до 9-14 метров в секунду. На западе умеренный ветер 3-8 метров в секунду, говорится в сообщении. Температура воздуха ночью в центральных районах и на юге составит минус 43, минус 48, на северо-востоке минус 48, минус 53. На сцене Русского драматического театра в Якутске в ближайшие выходные 25 и 26 декабря состоится премьера спектакля «Кентервильское привидение» для детей. Мюзикл подарит всем желающим возможность познакомиться с дружелюбными призраками.
Пьеса адаптирована специально для театра Пушкина, использует уникальные декорации и написано эксклюзивное музыкальное сопровождение. Спектакли будут проходить в течение всех новогодних праздников до 9 января включительно. Всегда в преддверии Нового года хочется какого-то волшебства, какой-то сказки. Ну, мы же живем в современном мире, да, и, соответственно, хочется немножко что-то такое. Это уже не совсем волшебство, это какая-то мистика, что ли, да. Ну, а что вы хотели? Конец года. Под Рождество всегда, если вы знаете, всегда происходят какие-то мистические истории, да. И чтобы вот здесь вот было приятное послевкусие, я думаю, то, что нужно, проходя по проспекту Ленина, все-таки заглянуть в Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Лучшие якутские спортсмены по итогам 2021 года получат выплаты, общая сумма которых составляет свыше 36 миллионов рублей. Единовременная выплата полагается всем спортсменам и их личным тренерам, которые в течение всего года показали высокие результаты на чемпионатах России, Европы, мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх. Выплаты единовременных государственных вознаграждений от правительства республики получит в итоге 61 спортсмен и 38 тренеров. Это на общую сумму 36 миллионов 300 тысяч рублей, говорится в сообщении Министерства спорта. Таковы новости к этому часу. Далее слово коллегам. Мы благодарим коллег из новостного отдела, которые ежедневно оповещают нас и всю республику о самых главных и актуальных новостях на сегодняшний день. Да. Спасибо большое. Конечно же. Спасибо. А для тех, кто только-только включил свой телевизор и попал на наш телеканал, мы очень этому рады. Напомню, что это «Утро Якутии». Вместе с вами просыпаемся, встречаем 24 декабря, пятница, новый день. И о чем мы говорили в начале, наконец-то мы сегодня подводим итоги конкурса, который объявили почти 2 недели назад мы. Это конкурс оформления дворов, новогоднего оформления. Ключевое слово «дворов». К чему я это говорю? Потому что было очень много работ, которые украшали квартиры и так далее. Это не по положению конкурса, к сожалению. Работы такие были, красивые, но не могли мы их оценить, потому что оценивали дворы. Да, действительно, у нас есть 3 номинации. Во-первых, это лучшее оформление дворовой территории, да, лучшее оформление подъезда, ну а также у нас есть лучшее оформление многоквартирного дома, простите, да. Ну, соответственно, двор, многоквартирного. многоквартирный дом, частный двор, многоквартирный дом и подъезд. Вот все очень просто. Задача была наипростейшая. Нужно было отправить либо фото, либо видео и, соответственно, ждать результатов. И вот тот самый долгожданный момент. Да, оценивали мы выразительность, художественный такой подход. Обязательно вот это световое иллюминационное оформление, тем более сегодня средств для этого очень-очень много. Итак, мы готовы огласить имена победителей, готовы вот эти призы, они отправятся к тем, кто оказался лучше по тем или иным причинам. Итак, самым лучшим оформлением подъезда мы признали работу Людмилы Андросовой. Людмила, вам пламенный привет и наши поздравления. Людмила проживает в городе Якутск по улице Лермонтова. 7 этажей этого дома украсили в 7 цветов радуги. Помимо этого, Людмила Афанасьевна показала нам на видео и свою квартиру, также красиво украшенную. Да, к сожалению, победителя в номинации «Лучшее оформление двора многоквартирного дома» определить не удалось из-за малого количества поступивших работ и, как я уже говорил, несоответствия положению конкурса. Ну вот мы сейчас видим, какой замечательный подъезд есть у нас на улице Лермонтова. 7 цветов радуги. Видите как? 7 этажей. Все гениально просто, да? Вот такой замечательный. Итак, номинация «Лучший подъезд» получает Замечательные призы. Это вот такой билетик, насколько же он персон, на новогоднее представление в цирк, наш бриллиантовый цирк алмазный. Вот оно. Это раз. Да. Далее. Еще хотим подарок. Вот такая вот история. То ли это печенница, то ли хлебница. В общем, полезная история для оформления кухни, праздничного стола. И продолжая тему оформления кухни, праздничного стола, вот такая
Я называю это печенюшница. Возможно, тарелочка. Такие, знаешь, полезные предметы в быту и все с новогодней Как раз к тематикой. празднику, как раз для украшения новогоднего стола это все очень хорошо подойдет. Ну а самое интересное видео прислали нам для участия в номинации «Лучшее оформление частного дома», то есть двор частного дома должен. И победителем становится житель города Якутска, ветеран труда, пенсионер Василий Алексеевич Кулагин. Он не только украсил, он снял на видео свой двор, но и подробно все прокомментировал. Его и объявляем победителем в этой номинации. Вот, собственно, какой же приз у нас за лучшее оформление частного Покажи. двора? Это также пригласительный в цирк на новогоднее представление. Еще? Вот такая вот замечательная подушка с символом Символика. предстоящего года, тигром. Ну, красиво, она яркая очень, Да, ну, да, да. прям такая красочная. И вот такой вот замечательный набор тоже подойдет для украшения, для сервировки праздничного стола. Графин с хорошими стаканами. Василий Алексеевич, мы вас поздравляем. Ну и поощрительный приз у нас есть. Мы хотим вручить его Валентине Заборовской из Мархи. Нам очень понравились ее забавные фигурки во дворе ее дома. Обратите внимание, вот такие забавные, ну действительно очень милые, да? И все своими руками, самое главное. Ну, своими руками всегда с душой, поэтому и привлекательно. Мы поздравляем Валентину, и вам достается также новогодний презент. Вот тут тоже вот тарелочка по типу вот такой вот, который Да. мы показывали. Как я уже сказал, называю ее пряничницей. Я забыл русский язык. И вот такая овощерезка. Ну, я думаю, видео нашего Василия Алексеевича Ну, Кулагина стоит, заслуживает отдельного Да, внимания. к этому мы вернемся. Просто нужно сказать, да, что со всеми победителями мы сегодня свяжемся. Все вот эти призы, они обязательно до победителей дойдут. Награды найдут своих героев. Ну и да, как ты правильно сказала, видео у Кулагина Василия Алексеевича, оно заслужит внимания, и предлагаем вам вместе с нами сейчас еще раз посмотреть прям в полном формате этот видеоролик. На наших воротах изображены два подсвечиваемых панно. На одном панно изображена часовня, построенная на малой родине главы семейства. А на другом панно церковь, которую посещает наша семья. Над входом во двор мы видим украшения. Это якутская лошадь с дугой и масильским колокольчиком, олицетворяющая христианское летоисчисление и, конечно, 2022 год. Вот мы сохранили на память в год собаки вот этого лопоухого щеночка, который бежит и бежит. А вот это символ уходящего года, наш знаменитый морозный бык Тымный-Гус. Он увозит прошлое, 2021 год, а также все неприятности, которые были у нас в году уходящем, а особенно пандемию и болезни. А под задорную русскую гармонь нас встречает новый символ. Вот эти два симпатичных амурских тигренка, прячущиеся за новогоднюю елку, машущие нам и приветствующие нас своими мохнатыми лапками. И дают нам надежду и веру, что Новый год принесет всем радость, крепкое здоровье, удачу, достаток в каждую семью и, конечно, долгожданную радость, общение без всяких ограничений. Мы не перестаем восхищаться нашими телезрителями. Это действительно очень такие добрые, очень позитивные и активные люди. И вот пару сообщений уже есть от наших телезрителей, которые прямо сейчас в прямом эфире смотрят «Утро Якутии». Поздравляю с наступающим Новым годом коллектив санатория профилактория «Чебдик» во главе главного врача Чеботаревой Евгении Владимировны. Выражаем огромную благодарность заместителю главврача Шестаковой Светлане Александровне за назначенные необходимые процедуры, за вкусное здоровое питание в столовой, как в ресторане, за теплую встречу администраторов Евдокии
Евдокимовой Натальи Васильевны и Грязнухиной Альбины Гурьевны. Ведь театр начинается с вешалки. Желаю коллективу крепкого здоровья, как якутский алмаз, земного счастья и благополучия вам и вашим близким. С уважением, им Ириада Николаевна, заслуженный работник Республики Саха-Якутия. Вот такое благодарное утреннее сообщение отправила наша телезрительница. Ну, раз оно такое большое, то, как правило, такие большие сообщения – это заслуженные Действительно. слова. Так, и еще одно сообщение. Доброе утро. Во-первых, поздравляем вас и всех жителей нашей республики с наступающим Новым годом. Во-вторых, поздравляем с днем рождения своего сына и брата Виктора Казакова. Виктор второй год после окончания СФУ с семьей работает в Заполярье, в Саскылахе. Мы гордимся тобой и желаем тебе счастливой судьбы. Будь здоров, успешным, энергичным и удачливым. Верим, что ты добьешься любой цели, которую поставишь перед собой. С Якутска твои родители и семья брата. Но мы присоединяемся к этим теплым словам, конечно же. Да. Ну и продолжаем наш эфир. Григорий Лепс, Айова, ансамбль «Самоцветы», «Елка». Где бы они могли выступить? Где бы они могли выступить где угодно, но они оказались за полярным кругом на полюсе холода. Другие с ними популярные артисты также там оказались, потому что традиционный песенный конкурс, ну, понятно, что не настоящие звезды там они были, но было очень похоже. Традиционный песенный конкурс прошел в Аймиконе, и вот как это было, давайте узнаем. Аймиконские звезды – ежегодный песенный конкурс. В этом году он посвящается 60-летию Дома культуры «Металлург» поселка Уснера. Я очень радуюсь тому, что у нас есть такие творческие коллективы, есть кто-то индивидуальный человек, который выступает для нас, для людей. Мы приходим и радуемся этому. Конечно, хотелось бы обратиться к нашим жителям поселка Уснера, района, чтобы приходили, поддерживали всегда. В положении у строителей каждый год включают что-то новенькое. Так, в этом году вокалистам нужно было исполнить песню по своему выбору и песню-пародию на популярного известного певца. Зрители легко узнавали, кого пародируют участники. Кстати, 2 номера прошли дистанционно. Солистка из Сарданоха и мужской коллектив из Тамтора не смогли выехать и прислали видео-выступление. Любые конкурсы всегда собирают единомышленников, а песенные особенно. Многих солистов знают и ждут их выступлений. Другие, выступив однажды, возвращаются снова. Замечательно. Мне очень сильно понравилось, как выступали мои, я не могу назвать их соперниками, не могу сказать конкурентами, люди, которые направляются в том же направлении, которые любят очень сильно любят музыку, которые живут музыкой. Это было великолепно. Было интересно, было песенно. Одни номера произвели впечатление неординарностью, другие – актуальностью момента. Словом, конкурс получился, и наградой тому стали горячие аплодисменты. Не бывает конкурса без победителя, и настает волнующий момент. И гран-при главы МЭО Аймиконский УС-район получает Сивцева Зинаида. Что ж, мне кажется, еще немножко чуть-чуть, и можно проводить конкурс «Холодный граммофон». Да, действительно, очень талантливые, да, у нас были представители Аймиконского района. Ну, вот так веселят себя, радуют не только себя, но еще и зрителя. А это самое главное. Ну, требуем гастролей в любом случае. Да. Скажи, пожалуйста, Паш, как ты относишься к рыбе? К рыбе, ну, смотря какой. На самом деле, конечно, рыба, во-первых, полезна есть, ее есть нужно, очень много полезных веществ в ней содержится. Ну и в целом, если аквариум у вас есть, тоже они красиво там плавают, ну, интересно, весело. Ну, я имею в виду рыбу именно непосредственно на праздничном столе. Все-таки мы в преддверии Нового года обсуждаем эту тему. Ну, лично я больше все-таки по мясу.
по мясу. Ну и действительно, в этом году говорят, что необходимо поставить как можно больше блюд именно из мяса, но я думаю, для жителей нашей республики позволительно и добавить чуток и рыбы. Да, и вот о том, как приготовить карася вкусного, нам расскажет линчанин Роман Мыреев. Ну и, собственно, сегодня пятница, можно просто предновогодний праздничный стол украсить и посмотреть сейчас советы. И вечером, вот, пожалуйста, кушайте, гости дорогие. Сегодня мы будем готовить карася, так сказать, по-якутски. Карась, соответственно, мороженый. Шоковые заморозки – это лед. Размораживать нужно в воде, заливаем его водой. Теперь карася нужно очистить от чешуи, как и любую другую рыбу. Это удобно, ложкой не разлетается чешуя. Теперь самое главное и такая довольно щепетильная часть – это удаление кишки и желчного пузыря. Ложим карася разрезом вниз. Якутский карась не требует никаких дополнительных приправ. Его достаточно посолить и пожарить, либо запечь в духовке. Единственное, там, при запекании в духовке обмазать сметаной, чтобы он покрылся красивой корочкой и верх не подсушился. Наша семья каждый год с нетерпением ожидает, когда наступит сезон карася. Это вот, то есть ловят его в ноябре, как замерзнут озера, а к нам его привезут, когда открываются ледовые переправы. И даже внутри Якутии есть, допустим, районы, где карась более вкусный, более жирный, более чистый. Это легендарный Кобяйский район. Наше блюдо готово. Жареный карась по-якутски. Ну, пришло время поговорить о том, о чем мы упомянули в самом начале нашей программы. Это проблема с бродячими собаками, безнадзорными животными, домашними, бесхозяйскими. Называйте как хотите, проблема от этого не меняется. Вот в связи с аномальными холодами фонд «Пока помоги выжить» просит неравнодушных горожан, жителей города Якутска, помочь питомцам пункта передержки на улице Очиченко. Да, действительно, Паша, они на данный момент нуждаются в теплых одеялах, в корме, да и просто вот в помощи рук человеческих, потому что необходимо построить те самые будки для того, чтобы собаки спокойно могли пережить нашу суровую зиму. Да. О том, как пункт работает в это время года, вот в этих условиях, нам расскажет Ирина Григорьева. Якутск, центральной улицы, свора собак. В столице дворняги живут по своим правилам. Сбиваются в стаи, приватизируют свалки и пустыри. А на этом виде собаки мешают даже прохожим. Однако по этим глазам не скажешь, друг она или враг. В эти дни в антирабическом кабинете не так многолюдно. По данным травматологов, зимой пострадавших от нападения собак не так много. Количество обратившихся увеличивается летом. Но статистика есть. Больше случаев, когда на человека нападает домашний пес. Он социализирован, не боится людей и охраняет свою территорию. Собака укусила и убежала. Кусают хозяйские, конечно, собаки. То есть у них есть что защищать. Кусит всегда домашний пес на самом деле. В пункте передержки находятся те, у кого начиналось по любви, а закончилось с окончанием дачного сезона. Здесь ютятся уже повзрослевшие собаки, подобранные еще щенками на забаву детворе. С окончанием дачного сезона любовь к хвостатым навсегда пропала. И хозяев уже не волнуют бывшие питомцы. И такая история из года в год. В социальных сетях появилась информация о том, что пункт передержки безнадзорных животных начинает отпускать собак. Из-за массового отлова ППЖ по Очиченко начал переполняться. Но пока работники приостановили этот процесс, потому что люди начали забирать своих питомцев. Фонд «Помоги выжить» повысил тарифы. Теперь нерадивому хозяину придется выложить 1500 рублей за отлов и транспортировку своего животного, а также доплатить по 350 рублей за каждый день содержания. В мэрии отмечают, такие меры вынужденные и добавляют, рубль должен укрепить ответственное отношение. Но я не за такие взимания денег, да? Для людей это ничего, наверное, не даст. Я также за то, чтобы это были огромные штрафы от правительства за самовыгул, за повторный, тогда это будет более влиятельно. Эта болезненная проблема, что делать, как решить, давно разделила общество на два лагеря, но семья Медведевых выбрала свой путь. Неравнодушные горожане привезли теплые одеяла, старые вещи, кастрюли и миски. И все для собак. Признаются, это общая проблема. И виноваты прежде всего те,
Кто приручил, а затем отпустил. Ну, есть агрессивные собаки. Ну, на агрессивных, конечно, в первую очередь выезжать, там их это забирать, отлавливать, да. Но ни в коем случае не убивать. Всех призываю, приезжайте, помогайте. Еще пока не знаем, что с нее вырастет. Эти щенки ждут своих хозяев. Офис пункта передержки у малышей – единственный ночлег. Отдадим только в добрые руки, говорят специалисты, и разместили их фотографии в Инстаграм. У всех питомцев здесь паспорт, чип, бирка и все прививки. Получила первую вакцину. Вроде бы послушная и поддается, но она домашняя, ее сдали. То есть она лезет на руки, спит на руках. Ей нужен дом, тепло и ласка. Посмотри, кто там. Перед Новым годом в семье Дутовых произошло настоящее чудо. Несколько лет назад они потеряли своего спаниеля Дизеля. Искали питомца через соцсети, через знакомых и даже расклеивали объявления. Спустя 3 года по счастливой случайности увидели на странице у Златы Сычевой объявление о том, что отдается собака взрослая, спаниель. Мы решили посмотреть, позвонить этой женщине. Эту трагическую историю возвращения до сих пор вспоминают со слезами на глазах. Особенно расставание отразилось на питомце. Спаниель от них не отходит и всегда хочет быть рядом с теми, кого он больше всех любит. Если приютил, то должен относиться к животному нормально, а не бросать ее. Семье Дутовых повезло. Благодаря неравнодушным людям они нашли свою собаку. Однако это исключение из правил. Большинство домашних питомцев остаются на улице. Ирина Григорьева, Григорий Охлопов, Якутск. Ну и продолжая вот эту тему с бродячими собаками, поговорим о ней с нашим гостем. Это руководитель службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска Аял Егинов. Аял, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот насколько мы знаем, в Якутске намерены усилить ответственность, ну как-то влияние, да, на хозяев животных, чтобы поменьше вот случаев безнадзорных животных появлялось. Какие меры намерена сейчас окружная администрация принять? Ну, на сегодня у нас в этом направлении организована штабная работа, да, и определен план мероприятий по усилению работы, да. Ну, во-первых, нас нужно отметить, что в законодательстве у нас нет ответственности за свободный выгул собак. Вот это главная проблема. главное. Ну, одна из главных проблем, скажем так, одна из главных проблем. И, соответственно, чтобы как-то, скажем так, нивелировать вот эту ситуацию, да, у нас в городе, принято решение штабом, да, чтобы увеличить стоимость возврата собак хозяйских, да, которых мы отловили на улице. У нас очень много собак, которые хозяйские на самовыгуле, и если мы их поймали, да, и если объявится хозяин, то мы сейчас, ну, вынужденно повысили тарифы на возврат, да. Если раньше это было примерно 500 рублей, да, грубо говоря, то сейчас эта цена от 2000 рублей. То есть это уже принято, да? Да, решение уже такое принято. Это уже у нас в пункте передержки животных на Ченко 57 такая практика уже применяется. Вот. И если вы сейчас подойдете, да, за своей собакой, да, ну, скажем так, вы ее выпустили на самовыгул, и, скажем так, собака ваша дома не появилась, да, если вы подойдете, вам уже, как говорится, такой тариф вам скажут. Да, да. А вот скажите, вопрос просто как часто вообще возвращаются? Как часто возвращаются, да. Ну, в среднем примерно по 25 таких хозяев нерадивых появляется на самом деле. В день или в неделю? В неделю. В неделю. Да, это на самом деле цифра большая, но есть еще помимо этого случаи, когда хозяева не, как говорится, появляются. Пожалели деньги просто. Ну, пожалели деньги, да, такие случаи тоже бывают, но здесь надо отметить, да, что у нас хромает также работа и по регистрации этих самых животных, потому что когда вот мы собак таких ловим на улицах города Якутска, да, иногда бывает так, что они не чипированы. Хотя хозяева должны своих собак чипировать, бирковать, да, чтобы мы, когда собак поймали у себя в приюте, да, чтобы его идентифицировали, кто является хозяином, да. Но, к сожалению, вот из-за того, что недостаточно хорошо поставлена работа по регистрации, поэтому такой возможности идентифицировать собаку нету. Поэтому 25 это те хозяева, которые пришли. Вот мы сейчас видим кадры, да, которые буквально недавно засняли наши коллеги. Действительно, собак на улице стало очень много, и тех самых таких очень тревожных случаев, они, конечно, везде, да, у нас в средствах массовой информации описываются. Вот расскажите, пожалуйста, за отлов и транспортировку собак повысили тариф в 3 раза, правильно? Да, в среднем 4. 4 даже раза, да? А также была повышена плата за содержание и чипирование, да? Сможет ли увеличение тарифов как-то изменить ситуацию, которая происходит у нас в городе сейчас? Ну, вы знаете, на мой взгляд, ситуацию это сильно, конечно, не изменит.
Потому что сам принцип федерального закона, да, об ответственном обращении с животными, он предусматривает, получается, 4 основных мероприятия ОСВВ, да, отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. То есть собаку, которую мы поймали, в течение 30 дней мы его вылечиваем, мы его биркуем, маркируем, мы его стерилизуем, кастрируем, да, и возвращаем обратно на то же место, где мы его поймали. Поэтому, если мы руководствуемся положением закона, да, а мы обязаны руководствоваться законом, да, федеральным законом, мы, к сожалению, возвращаем. И вот эта вот популяция, да, которая у нас вот сейчас только что на телекадрах мы ее посмотрели, да, она, к сожалению, на сегодня не уменьшится. Ну, прямо сейчас прервемся, мы на небольшую паузу уйдем. Впереди у нас, после нее мы вернемся, продолжим говорить об этой проблематике. В частности, предлагаю обсудить, конечно, опыт других регионов страны, потому что все-таки, я думаю, Якутск не единственный город, где с этим есть проблемы. Ну и, конечно, нам еще необходимо узнать и статистику, да, потому что люди переживают, волнуются. Мы вернемся. Мы вернулись в студию программы «Утро Якутии» и продолжаем нашу интересную беседу с руководителем службы эксплуатации городского хозяйства Якутска Саялом Егиновым. И действительно, тема у нас интересная. Это те самые актуальная тема безнадзорные животные, которые пугают, да, и ну, нападают. Самое страшное, что они нападают, порой как бы травмируют людей. Мы уже поговорили о том, да, какие меры принимаются. Это повышение тарифов за отлов, содержание собак, у которых есть хозяева, которых забирают и так далее. Вопрос следующий. Якутск, ну, вероятно, он же не один единственный город в России, который сталкивается с этой проблемой. Изучали ли как-то опыт других регионов? Что можно перенять, что уже переняли? Да, конечно. На сегодня, да, можно сказать, большинство наших регионов, нашей огромной страны, они страдают от введения этого закона. Как я говорил, закон он на сегодня не доработан, да, поэтому вот сложившаяся ситуация, конечно, она негативно влияет на все вот эти регионы. Мы, безусловно, изучаем опыт, да, допустим, тот же Мурманск, те же вот, Тюмень и так далее, да. Поэтому мы такой же опыт будем внедрять. Мы будем сейчас диверсифицировать отлов. То есть, если раньше этим занималась одна организация, да, мы будем это, как говорится, разделять, разбивать, чтобы несколько организаций у нас по городу Якутску, в том числе частные организации, да, привлекались к мероприятиям по отлову, чтобы была так называемая конкуренция, да, чтобы в итоге наши горожане почувствовали себя в безопасности. Ну и, наверное, завершить можно нашу беседу именно статистическими данными. То есть, во-первых, все-таки, да, понятно, что вот у нас был ноябрь, очень часто появлялись новости о нападениях, но на самом ли деле так вот резко все это опять началось, или же суммарно, если взять год, да, там, сравнить с прошлым годом, может быть, сильно ли увеличилось количество нападений, это раз, и второе... Сколько вообще собак было отловлено вот за этот месяц, за декабрь месяц? Да. Интересно просто, после ноябрьских событий, как работаете вы, да, и насколько хороши ваши показатели? Конечно. Ну, по числу нападений я скажу по официальным данным, да, потому что это зафиксированные нападения, потому что бывают случаи, когда люди не обращаются. Да. И тем более сейчас зима, люди одеты тепло, да, поэтому, ну, скажем так, слава богу, да, собаки не наносят увечий в виде ран, да, поэтому люди не обращаются в травмпункт, но если все равно с учетом этого, к сожалению, идет в 2 раза больше увеличение количества нападений, да, которые, ну, это примерно 400, вот вчера вот коллега из травмпункта это озвучил, да. Если 400 человек? 400 нападений было. 400 нападений было. Это за год? Это за год, да, за год. Если в прошлом году было 200, да. Но что касается вот по отлову, да, по ситуации, у нас, ну, в рамках у нас организованной штабной работы, у нас мы поймали где-то примерно 470 собак. Это за месяц, за декабрь мы поймали 470, да. Ну и вот за эту неделю около 40 собак мы поймали. Ну, работа, она продолжается, идет. Ну, со стороны города также идет помощь. Ну, надо отметить, что
этим занимается у нас частная структура. Мы, соответственно, выделяем дополнительные единицы техники и людские ресурсы. Ну, будем надеяться, что все-таки в первоочередной корень проблемы, я думаю, все-таки в безответственном поведении именно владельцев собак, которые оставляют их на улице, выбрасывают из своей жизни, не поведя их даже глазом. И будем надеяться, что эта ситуация изменится, люди станут более ответственны. Спасибо большое, что пришли в нашу студию. Поговорили мы об этой очень важной для города Якутска, для республики тоже проблеме. Мы будем, опять же, надеяться о сознательности. Да, и самое главное, дорогие телезрители, не забывайте, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ну а прямо сейчас коллеги из информационной службы расскажут о главных событиях в республике и за ее пределами. Утренний блок новостей на Якутии-24 в студии Влад Давыдов. В рамках мероприятий к столетию якутской автономии перед республикой стоит задача построить 100 социальных объектов. По информации Минстроя, большая часть этих объектов уже введена. Вот еще 11 объектов ожидается в этом году. В настоящее время по программе к столетию ЕССР построено и эксплуатируется 78 зданий соцназначения. До конца года количество достигнет порядка 90 объектов. Итоги работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году обсудили в Министерстве транспорта. Так, все задачи по реконструкции и строительству новых дорог полностью выполнены. По словам гендиректора управления автодорог Республики Сергея Филиппова, по сравнению с прошлым годом аварийность на дорогах заметно снижается благодаря ремонту дорог. Да, в среднем в следующем году мы планируем работать уже на 26 участках автомобильных дорог регионального значения, и тоже примерный объем около 3 миллиардов. Но это, наверное, не окончательно, потому что, я же говорю, мы работаем активно и с федеральным центром, выделяются дополнительные средства федерального бюджета, и которые тоже идут с тем, чтобы мы сдали определенное количество, наверное, километров автодорог, ремонта или строительства. Внеплановый дополнительный рейс с продуктами питания планируют выполнить в поселок Черский Нижнеколымского района 27 декабря в связи с увеличением цен в местных магазинах. На данный момент автозимник из Якутска официально еще не открыт, поэтому владельцы магазинов доставляют груз самолетом в Среднеколымск, далее на вертолетах до Черского. Отмечается, что такая транспортировка считается дорогостоящей. До конца апреля будущего года Якутавторг должен доставить по автозимникам свыше 5000 тонн продуктов. Требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили. В Якутии соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. Таким образом, требования о предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом для допуска в торговые центры отменяются. Кроме того, разрешили проводить официальные спортивные мероприятия при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Также режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлевается до часа ночи. Таковы новости к этому часу. Далее слово коллегам. Вот такой эфир сегодня, был у нас в пятницу. Дорогие телезрители, время, к сожалению, ограничено. Операторы так друг другу руки пожали, как будто все. Наконец-то. Работа. Но, дорогие друзья, что мы хотели бы пожелать вам, конечно, отличных выходных, потому что сейчас пора тех самых новогодних приятных хлопот. Да, забот. И самое главное, еще же новогодние корпоративы. То есть все отмечают, отдыхают, заряжаются энергией, позитива. А в связи с новогодними корпоративами хочется пожелать, дай вам Бог здоровья. Конечно, кстати говоря, не забудьте, пожалуйста, привести свой дом в порядок. Избавьтесь от старых вещей ненужных. Это хорошая, добрая традиция. Ну а у нас есть другая традиция. Каждую пятницу мы всегда стараемся завершить музыкально. И прямо сейчас мы хотим представить вам ансамбль самодеятельный «Полюшка» из села Покровка Амгинского района. Именно они с нами завершат сегодняшний эфир. Хорошего вам настроения, отличного дня, с наступающим Новым годом!